Все оздоровительные лагеря Коми, находящиеся как на территории региона, так и на Черноморском побережье, делают все необходимое, чтобы дети отдохнули, набрались сил и здоровья. В этом глава республики смог еще раз убедиться во время инспекции оздоровительных детских центров. Владимир Уйба посетил сразу два лагеря – «Чайку» и «Мечту», где отдыхают более 200 ребят. Елена Кононова продолжит. Сосновый лес, чистейший воздух и палатки вместо спальных корпусов. Настоящая романтика. Вот она, мечта юного ухтинца Олега Гладышева. Конечно, здесь условия более комфортны по сравнению с походными. Палатки просторные, с кроватями и тумбочками. Отдельно есть и душевые, и санузлы, и столовая, где, по словам Олега, кормят очень вкусно. Есть и спортплощадки, и даже дом культуры. Сегодня кружки. Какие? Стрельба из лука, веселые старты. Мастер-класс еще какой-то показывать будут. Эту смену, где только 36 подростков, можно назвать экспериментальной. Здесь ребята непростые. Основная часть из них состоит на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Но найти с ними, что называется, общий язык проще простого, говорит Эльвира Землянская. Помощник вожатого со своими коллегами досуг своих сверстников старается сделать незабываемым. Ребята у нас очень классные, многие есть активные, инициативные. Мы уже нашли со всеми контакт, общий язык. Программа «Чайки» с военно-патриотической тематикой, с оттенком средневековья. Члены клуба исторической реконструкции «1000» обучают ребят стрельбе из лука. Пробует свои силы и глава Коми Владимир Уйба. Идея палаточного лагеря пришла не случайно. Инфраструктура «Чайки», к сожалению, уже настолько устарела, что в корпусах жить невозможно. Все аварийные здания сегодня огорожены заборами, чтобы не было в них доступа. А в остальном все организовано по всем требованиям. Владимир Уйба вспоминает, как когда-то сам возглавлял пионерский лагерь «Юбилейный» в Свердловской области на 330 детей. Там вместо палаток были казахские юрты. «Чайка» для меня это первое знакомство, самый первый лагерь в моей жизни. И мне здесь очень прям как дома, мне дышать. Несмотря на то, что в палатках? Да. Напоследок ребята устраивают показательные бои с мечами. Конечно, не настоящими. Все-таки условия, хоть и приближены к военно-полевым, тем не менее безопасность на первом месте. Ну а после глава региона вручает ребятам подарки – волейбольные мячи. А в «Мечте», что в Кочияге, Владимир Уйба в первую очередь оценивает медпункт. Здесь есть все, чтобы своевременно оказать детям медицинскую помощь, будь то ранка на коленке или расстройство желудка. Здесь изоляторы, да, это кишечный бокс и для воздушного. Выходы отдельные. Да, выходы отдельные, карт, все есть. Вот прям туалеты в каждом боксе. По правилам. На территории лагеря непривычно пусто. Все ребята в одном месте, на большой площадке. Здесь они готовятся к танцевальной битве. Одно почетное место в жюри достается главе Коми. Танцы каждый день и везде. Такова программа «Мечты». И, судя по счастливым лицам, дети в восторге. Конечно, кроме этого есть и спортивные состязания, кружки и мастер-классы. Времени на сидение в телефоне нет. Часто звонят родители, просят, чтобы их дети им перезвонили, потому что дети действительно занимаются целый день, кружки, какие-то развлечения. 5 раз в день они кушают, тихий час, и у них нет времени, иногда нет сил для того, чтобы позвонить домой. Из «Мечты» можно сделать современный круглогодичный оздоровительный центр с тематическими сменами, так считает Владимир Уйба. Первые договоренности уже есть. Мы подписали соглашение на Питерском экономическом форуме международном с компанией «Дочка АФК», которая готова, и уже были они здесь, смотрели территорию «Чайки» и «Мечты», выбрали территорию «Мечты». Ну, в общем, с тем, чтобы сделать здесь современный, типа а-ля там «Орленок», а-ля там «Артек», в современном исполнении, все, чтобы было под одной крышей, чтобы это были и оздоровительные центры, и плавательный бассейн, и спортивные площадки. С «Чайкой» же пока не все так просто. Понятно, что без глобальной реконструкции не обойтись, но можно сделать этакий микс цивилизованного палаточного лагеря с корпусами общего пользования. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.